Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейк Шара. Сегодня в программе. Важные темы обсудили на еженедельном совещании президента Аслана Бжания. Время добрых дел. Специалисты-ортопеды проведут осмотры детей школьного возраста. В минувшие выходные жители Абхазии стали свидетелями необычного природного явления. От Гулрыбша до Очимчира побережье было покрыто густой морской пеной. Вопросы электроснабжения, ремонта ВЛ Ачгуара, оптимизации штатов и другие важные темы обсуждались на еженедельном совещании у президента Аслана Бжания. Все подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Еженедельно главой государства Асланом Бжания при участии руководителей администрации президента, премьер-министра Александра Анквапи, вице-премьеров правительства проводятся отчетные совещания. Один из основных вопросов на очередной встрече – ремонт ВЛ Ачгуара. Поручение было по объемам перетока и по графику работы по Ачгуаре, что имеем на сегодняшний день. Вице-премьер-министр экономики Кристина Озган доложила, что на сегодняшний момент ограничений в электропотреблении нет. Переток осуществляется в объеме 280 миллионов киловатт-часов. Данное количество электроэнергии согласовано с российской стороной до конца года. Однако, по словам Озган, для полноценного покрытия требуется 340 миллионов киловатт-часов. 283 – это не весь объем, который нужен до конца года. 8,6 потребления, около 2 из Ингургэс, остальное с Российской Федерации. Чтобы понять, сможет ли Ингургэс обеспечить население недостающим количеством электроэнергии, специалисты посетили гидроэлектростанцию. Руководство страны предпринимает все возможные меры, чтобы не прибегать к верным отключениям. Вот готовится график для того, чтобы понять, будут отключения или нет. Для этого они выезжали на Ингургэс, чтобы понять, может ли Ингургэс увеличить объем в декабре хотя бы незначительно, чтобы уйти от графика. Относительно реконструкции ВЛ Ачгуара вице-премьер доложила, что сотрудники Черноморэнерго приступили к ремонтным работам совместно с российскими специалистами. Работы на ВЛ Ачгуара должны завершиться к 25 декабря. Следующим вопросом обсудили оптимизацию штатов государственных организаций. Подготовили, утвердили в правительстве, большую часть, свыше 90% реализовано. Пока не реализован и еще не принят поэтапный план оптимизации. Но, Аслан Георгиевич, я об этом и в прошлый раз тоже говорил, на 400 человек уже сократили финансирование из Российской Федерации. На 400, тогда в 2021 году. Сейчас наметилась тенденция еще идти по сокращению. Но мы, когда эти меры предпринимаем, особенно это в районах, это очень-очень болезненно, очень. Там формируется настроение, почему это так делается, и все остальное. Только в системе здравоохранения в течение 3 месяцев, в республиканского значения, системы не районного, 303 штатные единицы были сокращены. Это вызвало очень большое негодование, но что делать? Это деньги, как говорится, мы их не получаем из Российской Федерации, соответственно. И вторая часть, это же элемент софинансирования, там и абхазские деньги туда тратятся, тоже так же необоснованно. Это аналогично то, что происходит с российскими пенсиями. Делба подчеркнул, что есть случаи, когда один человек занимает несколько штатных единиц. Бывает, что даже 9 и 10. Дело в том, что, к примеру, лицо занимает, условно скажем, как предусмотрено, 1,5 штатные единицы и еще 5-6 штатных единиц с другими фамилиями, которые вообще отношения не имеют ни к системе образования, здравоохранения, есть такие. И когда итого делишь среднее, получается, что человек получает 6-8 тысяч рублей. А на самом деле это одно лицо, фактически одно лицо получает, но за счет других родственников, близких, и многое другое. Вот что там происходит. Мы просим, слушайте, если вы хотите получать эти 30, 40, 50 тысяч рублей, да получайте их, оформитесь на одно лицо. И тогда как раз будет достигаться это, даже еще с опережением будет уровень идти.
И поэтому у нас такое огромное количество бюджетников. Мы в одно время посчитали, сейчас, правда, показатель совсем иной, меньше стал. У нас трудоспособного населения становится меньше, чем штатного расписания в стране бюджетного. Фактически же людей таких нет, просто вот растет и растет. Делба подчеркнул, что это также может происходить из-за отсутствия кадров, к примеру, в школах. Допустим, совмещение, если он административную хозяйственную единицу заменяет, там зауч, к примеру, или директор, это понятно, да? Но когда он педагог 1, 2, 3, 5, ну, тогда да. И таких случаев много, да? Больше 2000. Об этом надо говорить, что мы имеем такую проблему. Я сам лично... Эта проблема сопряжена с другой проблемой. Вообще, какое количество школ? Конечно, разумеется, где да. они должны быть, эти школы? И что у нас вообще в приоритете? Количество школ и количество педагогов или образование, качество образования? Это вещи, которые придется обсуждать и доводить до нашего населения, где правильная позиция, где ошибочная. Главам районных администраций даны предписания об устранении нарушений в данной сфере. Гугут Савардания, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. В культурно-деловом центре «Дом Москвы» прошло торжественное открытие форума «Время добрых дел», после чего состоялись пленарное заседание и круглый стол «Здоровое поколение». Форум будет проходить с 28 ноября по 2 декабря. Российские специалисты осмотрят детей школьного возраста, проведут различные мастер-классы и тренинги, консультации. Организатором форума выступает представительство Россотрудничества совместно с Министерством здравоохранения и Министерством просвещения и языковой политики. Главным партнером форума выступает Екатерина Клочкова, один из ведущих специалистов по детской реабилитации в России. На открытии форума побывала и наша съемочная группа. Репортаж Сари Кварцхелия. Представительство Россотрудничества в Абхазии организовало приезд в республику российских специалистов в области лечения детского церебрального паралича и профилактики проблем с опорно-двигательным аппаратом для проведения мастер-классов, обследований и консультаций. Врачи не только помогут детям, но и научат педагогов школ простым упражнениям, которые способствуют исправлению сколиоза и других проблем опорно-двигательного аппарата. Нарушения и болезни опорно-двигательного аппарата приводят к инвалидизации во всем мире, и, соответственно, это очень важная тема для того, чтобы мы вырастили здоровое поколение. Современная жизнь молодежи, она несколько меняет жизнь ребенка в не очень хорошую сторону, когда дети занимаются мало физической активностью, когда они много проводят времени за гаджетами. Соответственно, все это сказывается на таких нарушениях, как сколиоз, плоскостопие и много других проблем, которые мы хотели бы, чтобы не формировались у детей-школьников. Еще одна цель форума – обучение сотрудников абхазских реабилитационных центров современным формам работы с детьми с ДЦП. Министр здравоохранения Эдуард Будбе подчеркнул, что сохранение здоровья людей, улучшение демографической ситуации, повышение уровня медицинского обслуживания сегодня в приоритете. Совершенно особое место в абхазской медицине занимают дети с особенностями развития. Сегодня в детском реабилитационном центре наблюдается более 140 детей, периодически проходящие стационарное лечение. Сам центр технически оснащен и может конкурировать с российскими медучреждениями. Очень важно, что эта тема занимает центральное место в повестке вашего мастер-класса, который объединил на своих площадках большое количество участников, ученых, экспертов, врачей из Абхазии и России. Министр просвещения и языковой политики Инал Габлия подчеркнул важность данного мероприятия и отметил, что ведомство и в дальнейшем будет поддерживать такие акции. Дети – это самое главное, что у нас есть, это ресурс нации, это будущее республики, поэтому самое главное, то, что мы можем сделать для них, это сохранить и развить их здоровье, физический потенциал и, конечно же, интеллектуальный. Поэтому я рад, что вы собираете врачей, реабилитологов, всех тех, кто может на ранней стадии развития ребенка дать ему этот импульс, который он несет в будущее для развития своей родины. По словам руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Дмитрия Федотова, идея проведения форума «Время добрых дел» в рамках акции «Миссия добра» возникла около 1,5 лет назад. Это один из примеров того, когда мы можем уже реально помочь конкретным людям и реально
реализовать вот это новое направление. И я рад, что к нам приехала специалист высокого уровня Екатерина Клочкова из Санкт-Петербурга, потому что, насколько нам известно, это один из ведущих специалистов в этой области. И я надеюсь, что в рамках и мастер-классов, и в рамках тренинга нам удастся передать те знания, которыми обладает Россия, передать ее врачам-реабилитологам Абхазии и родителям с тем, чтобы они потом в дальнейшем могли это реализовывать в будущем. Главный партнер форума, директор автономной некоммерческой организации «Физическая реабилитация города Санкт-Петербурга» Екатерина Клочкова, спикер круглого стола «Здоровое поколение». Абхазию Екатерина посещала дважды. В рамках своего визита она побывала во всех реабилитационных учреждениях республики. Собственно, то, что я хочу вам сегодня сказать и рассказать, оно основано на анализе тех посещений и, в общем-то, на опыте моем, который я приобрела не только в России. Я работала очень много в регионах, и вот в таких регионах, которые совершенно не центральные, в Вологде, в Вологодской области, в Кингисеппском районе Ленинградской области. Кроме этого, я работала в Таджикистане, в сельских районах Таджикистана, и поэтому, как мне кажется, вот с точки зрения потребностей, анализа потребностей, моделей помощи, которые могли быть реализованы там, где часто даже врача нет, да, и там, где для того, чтобы достичь какой-то, добраться до какой-то помощи, людям надо куда-то ехать, но, в общем-то, мне кажется, что есть некоторые модели, которые могут помочь. ДЦП – это самая распространенная группа больных детей в современном мире. Заболевание приносит массу трудностей, испытаний и проблем ребенку и его семье. Физическая реабилитация лиц с ограниченными возможностями является одной из первоочередных мер по выполнению Всемирной декларации об обеспечении выживания, защиты и развития детей, а также по разработке и реализации основных направлений государственной и семейной политики, как в России, так и в Абхазии, отмечалось на встрече. Я второй год работаю в Абхазии в посольстве Российской Федерации. Могу сказать вот что. Первый же год меня поразило количество детей, которые были с диагнозом ДЦП. Тогда я себе дал просто слово, как врач, разобраться в проблеме, потому что со мной разговаривали в основном родители. И те люди, которые, вот я бы скажу так, они пытались помочь детям, это у них получалось, но ввиду того, что многие технологии, методы им недоступны, так как они не врачи и не реабилитологи, они просто от чистого сердца помогали. Да? Также я вот совершенно случайно попал на радиостанцию абхазскую, где собрались все мамы, у которых дети с ДЦП. Так вот, у них есть большие проблемы. Я тоже это прослушал до конца эту передачу, даже остановился. Прослушал до конца передачи, я понял, что есть такие проблемы, которые нужно решать всем вместе, а не одному человеку. И это очень важно, что сегодня собрались по этой очень важной теме, которая называется ДЦП. Работа форума «Время добрых дел» продлится до 2 декабря. По итогам будут намечены дальнейшие шаги по совместной работе российских и абхазских специалистов. А прием детей будет осуществляться в детском центре «Росток». Сария Кварацхеля, Нарсоу Цулукия, Абхазское телевидение. 30 ноября в Сухуме в рамках форума «Время добрых дел» российские ортопеды будут осуществлять прием детей младшего и среднего школьного возраста в детском центре «Росток» с 10 утра до 6 часов вечера. Предварительная запись по телефону 776 32 49. Представители Центра развития сельского хозяйства и села приняли участие в 29-й международной выставке сельскохозяйственной техники, оборудования и материалов для производства и переработки растениеведческой сельхозпродукции, которая проходила с 22 по 25 ноября в городе Краснодаре. Как рассказал специалист Центра Тимур Мукба, представители Центра в 2019 году уже посещали данное мероприятие, интересовались такой технологией, как обработка сельскохозяйственных угодий дроном. Смогли вживую увидеть, как это работает, и пообщаться с производителем, у которого впоследствии сельскохозяйственный дрон был приобретен. Сообщество водителей трансфера Республики Абхазия присоединились к акции, организованной Ахрой Джинджуа совместно с братьями Хагуш по сбору и отправке гуманитарной помощи бойцам батальона «Пятнашка». На собранные средства они закупили продукты первой необходимости, фрукты и сухофрукты, бутилированную воду.
В минувшие выходные жители Абхазии стали свидетелями уникального природного явления. От Гулрыбша до Чимчиры побережье было покрыто густой морской пеной. Необычное и редкое для нашей страны явление вызвало удивление у населения республики. Чем вызвано появление морской пены и опасно ли оно для человека, узнавала Шазина Ханагуа. Морское капучино или морская пена – один из самых необычных феноменов в природе. Это уникальное явление наблюдали местные жители Абхазии в минувшие выходные. Пляжи буквально утонули в белых хлопьях. На опубликованных в интернете кадрах видно, как береговая линия почти полностью покрыта плотной белой массой. Морская пена – явление нередкое. Оно встречается достаточно часто в морях и океанах. Это удивительное явление с давних пор наблюдают в разных уголках Земли. Но чаще всего его можно встретить в южном полушарии. Морское течение, температура, волнение – именно этими факторами обусловлено появление снежной морской пены. И главный из них – наличие органических соединений. Чаще всего органические соединения эти поставляются такими организмами, как водоросли. То, что это произошло в переходный период с осени на зиму, показатель того, что температура воды в море начала снижаться и произошла гибель многих тепловодных форм морского фитопланктона. Фитопланктон – это организмы, мельчайшие микроскопические водоросли, которые в массе обитают в морской воде. И когда происходит смена температуры, смена сезонов, происходит их отмирание. На открытых просторах моря подобного рода явления не происходят, так как для образования пены необходимы особые условия, которые возникают в зоне прибоя, в месте, где морская вода встречается с берегом. Здесь насыщение кислородом, происходит перемешивание и биохимические процессы, которые формируют эту пену. Иногда она бывает очень обильна, настолько обильная, что даже невозможно подойти там к воде, или даже ветром сносится на достаточно большое расстояние, на сотни даже метров от зоны прибоя. В таком объеме это может быть достаточно редкое явление, но в мире это явление достаточно обычное. Говорить о том, что это не нечто совершенно уникальное, не имеющее, так сказать, под собой каких-то вот объективных причин не приходится. Это достаточно обычное событие в морях и океанах. Образование имеет устойчивую структуру и может долго сохраняться без изменений. Прибиваясь волнами к побережью, пена начинает таять постепенно. Кстати, в природе образование пены на пляжах указывает о продуктивной работе экосистемы региона. По словам директора Института экологии Романа Адбар, для организма человека морская пена никакой опасности не представляет. То явление, с которым мы столкнулись в последние дни, оно, конечно, не носит такой масштабный характер, но тоже носит такой впечатляющий характер. Надо сказать, что никакой опасности для человека подобная пена не несет. Есть, правда, явления в мире, где подобного рода вещи могут сопровождаться некоторыми аллергическими действиями, когда отмирание водорослей связано с отмиранием токсичных водорослей или там водорослей, разложение которых приводит к образованию токсических веществ. В данном случае это совершенно безобидное явление, которое не представляет опасности для людей. При изменении направления ветра, волнения, влажности воздуха морская пена может исчезнуть в течение нескольких часов или в течение суток. Таким образом, прекрасное и пугающее в то же время явление носит кратковременный характер. Шазина Ханагуа, Раму Камке, Абхазское телевидение.
Родственники разыскивают Арама Даваджана, который пропал 27 ноября. Пожилой мужчина страдает потерей памяти. Рост 160 сантиметров, седой с небольшой бородой. Был одет в коричневую дубленку без головного убора. Ушел из дома в селе Нижняя Шера вечером 27 ноября. По любой имеющейся информации просьба сообщить правоохранительные органы. 226 63 34, 222 53 79 или же родным пропавшего по телефонам 714 12 33, 990 89 00. Далее о погоде. По сообщению гидрометцентра, в среду 30 ноября на территории Абхазии ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха ночью 6-11, днем 11-16 градусов. Температура морской воды 15 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.